эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. Меня зовут Мадина Халикова. Здравствуйте. В Якутии добычу нефти ведут 6 предприятий. Нефть добывается на территории Ленского и Мирнинского районов, а добыча газа ведется силами 5 предприятий в Мирнинском, Ленском и Вилюйском районах. О главных итогах нефтегазовой отрасли поговорим с министром промышленности и геологии Максимом Терещенко. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие объемы добычи газа и нефти по итогам 2021 можно уже назвать? Вот компании и трудовые коллективы, которые вы сейчас назвали, поставили очередной значимый рекорд, причем по обеим отраслям. Если возьмем нефть, это взяли впервые рубеж в 17 миллионов тонн нефти, это 17,1, если быть точнее. И основной район здесь у нас, соответственно, Ленский, ну и Мирнинский, соответственно, да, у нас два района муниципальных. Если говорить о газе, то преодолели в планку 13 миллиардов кубометров, 13,3, если быть точнее. Это, по сути, двукратный рост к 2020 году. То есть в очередной год наши нефтяники, наши газовики показывают вот такие значимые рекорды. Расскажите, а является ли Якутия лидером по добыче газа и нефти по Дальнему Востоку? По статистике и не так давно на совещаниях высокого уровня, которые в Якутии проводились, это было отмечено. По нефти мы занимаем первое место по Дальнему Востоку, по газу второе, но при этом хотелось бы отметить, мы по запасам, у нас по сути 2/3 всех запасов газа по Дальнему Востоку сосредоточены в Якутии. А вот благодаря чему удалось достичь таких результатов? Ну, все помнят события зимы 2019 года, когда был дан старт магистральному газопроводу «Сила Сибири». Соответственно, это было введено в эксплуатацию Чаиндинское месторождение. Но хотел бы привести в пример и истории Сургутнефтегаз с открытием и запуском Ленского месторождения газа. Или, например, Тасюряхнефтегазодобыча, когда было открыто месторождение, впоследствии названное месторождением известного снайпера Кульбердинова, например. И как мы используем природный газ, который добываем? Различные направления. Самое первое, востребованное населением, я думаю, после этого эфира будут поступать вопросы, это, конечно же, газ в дома наших жителей. И, соответственно, в котельные. Для чего? Ну, чтобы дома было светло, как вот сейчас в студии, да, тепло. И в тех селах, где газ ожидается, они, конечно, ждут его как праздник, как недавно в одном из сел, где происходило такое значимое мероприятие. И отмечу, что в Якутии мы продолжаем подключать к газу новые села. Это одно из важных поручений главы республики Арсения Сергеевича Николаева. Помимо этого, видим направление это использование в обеспечении нашего населения газомоторным топливом. Ну, есть разные разновидности. Вот сейчас ожидаем очередных данных, и, соответственно, думаю, будут рекорды. Это по производству пропан-бутановой смеси, которая используется на топливе. Это компания ЕТЭК, компания Сахатранснефтегаз. Работа ведется по увеличению объемов производства компримированного природного газа, это метан. И, соответственно, в соответствии с поручением главы республики, это развитие сжиженного природного газа. То есть очень комплексно подходим к этому вопросу. Какие на очереди стоят села или населенные пункты по социальной газификации, той самой, которую так все ждут? Хороший вопрос, который стоит на ежедневной повестке. Это отмечу, что в 2022 году у нас по плану стоит газификация более, внимание, 2000 домовладений. В целом, конечно, мы за период должны по поручению президента сделать более 4850 домовладений. Здесь зависит от граждан. Есть требования. Одно из ключевых – это, соответственно, оформить свое домовладение, свой земельный участок, поставить на учет. Но помимо этого ведем работу с «Газпромом». Арсений Сергеевич на полях Питерского газового форума достиг договоренности. Мы в прошлом году завершили разработку ряда проектно-сметной документации по населенным пунктам. И, соответственно, в этом году начнутся уже строительно-монтажные работы. Напомню, у нас это вдоль «Сила Сибири». И проходит, соответственно, Ленский, Алепинский, Алданский, Нерюнгринский районы, соответственно. Но мы рассматриваем и населенные пункты, приближенные к действующей нашей газотранспортной сети Сахатранснефтегаза. И в том числе в прошлом году летом была утверждена программа развития производства и потребления сжиженного природного газа до 2030 года. То есть это возможность автономной газификации. У нас пилотное село Качекац.
А какие задачи сейчас стоят перед нашей газодобывающей и нефтедобывающей отраслью? Ну, направления очень серьезные. То есть, в первую очередь, это сила Сибири. Строительство продолжается. Развитие мощностей на территории республики ведет компания «Газпром Трансгаз» Томск, «Газпром Инвест», «Газпром Добыча» Ноябрь. Соответственно, строится магистральный газопровод в направлении Иркутской области и Ковыктинское месторождение. Почему говорю? Потому что касается и наших жителей. Газ идет, и, соответственно, он будет приходить в дома к нашим якутянам. Если рассматривать по нефти Восточной Сибири Тихий океан, они в 2019 вышли на полную мощность. Соответственно, это тоже значимые обязательства на наши добывающие компании налагает. Мы ведем работу по развитию месторождения в Вилюйской группе улусов для того, чтобы и ищем варианты газифицировать села, которые находятся на их территории. Ну и самое значимое, конечно, вы уже отметили, это задача президента — социальная газификация. Все-таки, Максим Викторович, самый главный вопрос, наверное, который волнует всех жителей республики, а принимают ли местные кадры на работу в нефтедобывающую отрасль? Конечно, принимает. Уже два таких хороших мероприятия онлайн были проведены как раз где каждый житель мог задать вопрос конкретной компании по профессии, по специальности, по зарплате. И несколько тысяч вакансий ежегодно в промышленность постоянно предлагается. У нас так на сегодня взять, кстати, программа, когда несколько лет назад стартовала, было только 5 участников, сегодня уже 43. 43 предприятия участвуют в программе «Местные кадры в промышленность». По линии Минпромгеологии это 28 предприятий. Взять итоги прошлого года, предварительные, более 10 тысяч человек трудоустроено в наши предприятия. Ну, если так, из краткой статистики, да, порядка 50% это молодежь, 30% это вахтовый метод, ну, соответственно, и наиболее высокооплачиваемый, где зарплата измеряется серьезными суммами. Я рекомендую многим обратить на эти позиции. И четверть это жители наших сел. То есть жители сельской местности сегодня, уже давно получили возможность, сегодня более активно трудоустраиваются в промышленные компании. Ну а почему при таких высоких объемах добычи газа и нефти все-таки у нас нет своего производства топлива? Есть обязательные организационные и экономические условия. То есть вопрос трудозатрат, экономических затрат, да, финансовых, соответственно, и помимо этого востребованность этого завода на территории. Есть определенные пограничные цифры, например, что завод может быть рентабельным при производстве от 2 миллионов тонн нефти, например. У нас, соответственно, в республике потребление порядка где-то 1 миллиона. Это вопрос об экономике. Но глава республики несколько лет назад задачу эту поставил, мы планомерно работу ведем по ее исполнению, она будет исполнена. Создание производства своего газомоторного топлива. Уже понятно, есть пропан-бутан, метан, но мы ведем и дальнейшую работу по СПГ. Есть 3 проекта. Почему об этом говорю? Посмотреть на наши заправочные станции, традиционный вид топлива, цифры около 60 рублей, все прекрасно знают за литр. СУГ это 24 где-то с половиной. Если взять метан, получается 21 рубль, да, где-то за кубометр. Экономия на лицо. При значимой поддержке, которая по поручению Алексея Сергеевича тоже у нас будет с этого года реализовываться. Соответственно, мы перейдем на более экологичное и более экономичное для жителей, для предпринимателей, для бизнеса топливо. Это очень хорошее и перспективное направление. А где планируется организовать такое производство? Это Центральная Якутия. Соответственно, инвесторов у нас несколько. Буквально на той неделе, а вчера я оперативное совещание на эту тему проводил то есть со стороны Ленска и со стороны Покровска, скажем так, если по берегу Лены рассматривать. А вот возвращаясь к теме местных кадров, как вообще происходит подготовка жителей нашей республики, либо приезжих на работу, собственно, в эти нефтегазовые компании? Берут ли охотно на практику студентов? Вы такой серьезный блок затронули. Это, я думаю, прям отдельную встречу можно проводить, потому что всем интересно. У нас есть известные институты на территории республики, в которых можно получить образование, оно будет востребовано.
нашими предприятиями. Но если брать не институт, например, колледжи, есть ряд колледжей, и Минпромгеология с ними тесно работает. Южно-Якутский, Алданский, Мирнинский, Ленский, горно-геологический в Хандаге, ряд колледжей на территории Якутска, ну, Десяткино, например, да. Из многих из них студентов предприятия отбирают еще за год до завершения учебы. Вот просто подумайте, за год, то есть если 2,5 года ему учиться, через 1,5 года он уже понимает, куда пойдет на работу. Будет проходить платную практику, ему общежитие предоставят и так далее. Помимо этого, при предприятиях есть свои учебно-курсовые комбинаты, можно там получить профессию. Есть различные акции, которые компании, в том числе целевое обучение. Например, мы вот на этот учебный год подали почти 100 заявок по целевым заявкам наших компаний. Порядка 100, и эта потребность будет только расти. Спасибо большое, Максим Викторович. Я напомню, что о главных итогах нефтегазовой отрасли в 2021 году и о ее развитии мы говорили с министром промышленности и геологии Максимом Терещенко. Спасибо и оставайтесь с нами. Спасибо.